Так, у нас сегодня будет опять тест на расстояние. Сок у меня показывает 66%. Так, получается при 100% прогнозирует 112 километров. Зарядилась на 14,6 киловатт. Помним, что при 0,6 киловаттах уже никуда не едет машина. Что еще? Будем ехать в сторону Ортодойду. Так, катимся 8,7 на киловатте. Но это особо не главное. Главное то, что у нас тоже, вот, ребята, дым в Якутии. Леса горят. Был недавно дождь. Почти 1,5 дня шел, но все равно не помогло. Все равно не помогло это. Все почему? Ну, слишком много горит, там 3% леса, говорят, там 152, из 152 га горит 3%, это очень много, видимо, там, я там не знаю сколько это, 6%, да, 5% леса горит. Так, удалось до 9 километров сделать на киловатте. Но еду примерно вот 60 километров. Такая равнина. В принципе, нормально. Ну, до 9 у меня получилось это сделать. Слава богу. Потихонечку катимся. Change the reason I stay. It is kind of funny that you're here again. Don't know what it is, but I have got to run away. В общем, покушали, встретил своего друга здесь. Очень интересный для меня аппарат стоит. Тонар Volvo FM 400 лошадиных сил. Всегда было интересно посмотреть, что внутри. Легко берет 40 тонн, представляете? И расход мне был интересен. На пустой 35 литров, а нагруженный 55 литров. Машина каждый день проезжает 400 километров в день, туда-обратно 200. Посмотрим, что у него внутри. Вот такой вот аппарат. Тонар. Представляете? 40 тонн. Volvo. Сейчас посмотрим, что внутри. Так, спальник 2008 года. Представляете, стоит примерно 5 миллионов. Это трехкомнатная квартира. Работяга. 90 литров туда-обратно. То есть он едет сначала пустой, потом грузится 50, и обратно тоже 100 километров, это 55 литров. То есть 90 литров у него расход на 200 километров. Пробег у него какой? Да, 516 тысяч километров. 500 000 уже проехал. Ебой. Но всегда было интересно мне вот такие. Если честно, машина, я даже вот на YouTube постоянно смотрю про дальнобойщиков. Сам однажды ездил со Среднеколымска до Якутска. У меня есть в профиле это видео.
По-моему, очень классно получилось. Но на Volvo, мне кажется, было бы еще шикарнее поехать до туда. Такой спальник еще большой. Такие дела. Ребята, смотрите, какая чистая машина, ну, для грузовика. Представляете, 500 тысяч проехала, она как новая. Хозяин моет ее, чистит. Представляете, грузовик огромный, 40-тонный. О, ничего себе, пневмоподушечки. Или пневмобаллоны, да, как они правильно называются. Ебобо. Мне больше всего удивляет эта чистота. То есть приятно, да? Как будто в Америке, а не в Якутии. Building castles in the sand, holding on each other's hand. Вот решил, короче, сделать тонировочку, вот многосъемную, получается, она поставил, гаишник остановил, отклеил, да, и обратно потом ее заклеил, то есть она многоразовая получается. Посмотрю, как это в действии, как это работает. Потом расскажу, можно ли ее реально так, удобно ли там снимать ее, там клеить 100 раз. В принципе, процесс понятный, вроде говорят, просто вода с фейри там чуть-чуть разбавил и наклеил, правильно же, да? Получается. Ну все, мешать не буду, пойду погуляю. Все, ребята, затонировал. Это я еще с Японии не подтер, да, просто лень. Затонировал пятнашкой. Да? Видите, прозрачность есть. Есть. Но зато более-менее уже, как сказать. Кстати, да, я вот даже стекло еще не снял. Двойное. То есть у меня она не протекает, ничего, вот чисто изнутри. То есть как-то получилось с первого раза установить так, что ни пылинка, ни соринка туда не попала. Но я буду его переделывать все равно ближе к осени. Более толще делать зазор между стеклами, чтобы воздушная прослойка была. Ну а так что, четко получилось, мне кажется. Ди. Да, и забыл сказать, вот косяк такой пленки, да, на силиконе. Вот на камеру, наверное, не видно, но у нее есть такая вот какая-то вот шероховатость, что ли. Как бы это показать? Ну, поверьте на слово, нечетко видно, а есть шагрень. Но это косяк именно силиконовой пленки многоразовой. Но за что-то нужно платить, за что-то нет. Здесь надо платить вот этой вот шероховатостью. Ну, посмотрим, гаишники будут придираться, я буду снимать, потом попробую сам поставить. Вот, все. Так, ребята, все, доехал. 105 километров показало, но не забываем, что 105 при увеличенном дюймеже, да, 17 дюймов, это примерно 110, наверное, да, километров я проехал чистыми, может даже больше. На остатке 18, но это примерно 15, наверное, километров. 21 сока еще осталось. 21 сока осталось. Ну и 2,1 киловатта осталось, да, получается. В принципе, проезжает свои 120 километров проезжает спокойно. 130, да, примерно так. Ну, в принципе, как я и ожидал, 66% сох, это получается 15-14 киловаттов заряжается. То есть было 24 изначально, сейчас стало 15. Не знаю, почему так быстро деградировала батарея, хотя изначально зимой, когда ездил, было 73. То есть упало фактически на 10% за зиму. Но скорее всего это, ну и даже не знаю из-за чего, 10%. Но может быть переохладилась к перевозке там, когда ехала. Я же зимой сюда ее привез. То есть она у нас там неделю, наверное, в минус 50 просто так стояла машина. Ну, не знаю, ребята. Что еще сказать?
Дальше эксплуатируем, проверяем. Скоро зима.